Всем привет! А что, если бы ИИ мог не просто подкидывать нам кусочки кода, а стать, ну скажем, полноценным младшим разработчиком в команде? Вот об этом сегодня и поговорим. Как нам, бэкэнд-разработчикам, перейти от простых подсказок к настоящему агентному кодингу? То есть как превратить ИИ в автономного партнера? И вот тут кроется главное отличие от обычного чат-бота. Представьте, вместо того, чтобы просить «напиши ко мне SQL-запрос», вы ставите задачу так. Проанализируй схему базы данных, найди неэффективные запросы в файле queries.js и предложи, как их оптимизировать. Чувствуете разницу? Это уже не пассивный помощник, а самый настоящий проактивный агент, который сам анализирует и действует. И это на самом деле полностью меняет парадигму. Мы говорим о работе с моделями вроде Claude. Наша роль, по сути, смещается с написания кода в сторону архитектуры и постановки задач. Мы уже не просто исполнители, которым помогает ИИ, а скорее руководители, которые направляют этого мощного агента, чтобы он реализовал наше видение. Окей, звучит здорово. Но чтобы вся эта магия работала эффективно, нужно понимать одно единственное, но ключевое ограничение. Оно влияет абсолютно на все. Давайте разберемся, что такое окно контекста и как им управлять. Так что же это за окно контекста? Проще говоря, это кратковременная память ИИ. В них хранится вся наша переписка, все файлы, которые он прочитал, выводы команд, в общем, все. И как любая память, она, конечно же, не бесконечна. А когда она переполняется, вот тут-то и начинаются проблемы. И для нас, бэкэнд-разработчиков, аналогия с оперативной памятью просто идеальная. Мы ведь отлично знаем, чем больше загружена оперативка, тем медленнее и глючнее работает система. С Cloud то же самое. Когда контекст забит под завязку, производительность падает. Он начинает забывать детали инструкций и делать, откровенно глупые ошибки. Итак, врага мы знаем в лицо. Это переполненный контекст. Как с ним бороться? Давайте посмотрим на две самые эффективные ежедневные практики. Они просто кардинально улучшат ваше взаимодействие с любым ИА-агентом. Это, пожалуй, вообще самое главное, что можно сделать. Когда вы даете ИИ четкие критерии успеха, например, набор тестов, вы даете ему возможность работать автономно. Вместо того, чтобы он постоянно дергал вас с вопросом «А я правильно сделал?», он может просто сам запустить тесты и понять, справился он с задачей или нет. Это не только точность повышает, но и экономит то самое драгоценное место в окне контекста. А вот просто шикарный пример из нашей бэкэндерской жизни. Посмотрите на эту таблицу. Простой запрос в стиле «реализуй ко мне endpoint» как слева может выдать код, который вроде и выглядит правильно, но падает при первом же запросе. А вот четкая инструкция справа со спецификацией и тестами позволяет AI не просто написать код, но и самому убедиться, что он работает как надо. Это экономит часы отладки, серьезно. Для сложных задач, скажем, для миграции базы данных, вот этот четырехэтапный процесс просто незаменим. Сначала исследование, чтобы ИИ вообще понял, с какой кодовой базой имеет дело. Затем планирование, чтобы он предложил четкий пошаговый план, который мы можем проверить и утвердить. И только потом кодирование и коммит. Такое разделение не дает начаться хаосу и гарантирует, что окно контекста не засоряется лишними деталями на ранних этапах. Окей, с рабочим процессом разобрались. Но как насчет самих инструкций? Переходим к искусству общения с ИИ. Как формулировать такие промпты, которые дают предсказуемый и качественный результат? И снова классический пример из мира бэкэнда. «Почини баг с логином» — это, просто крик в пустоту. А теперь посмотрите на столбец «после». Конкретное описание проблемы, указание на файлы, да еще и требование сначала написать тест, который воспроизводит баг — вот это профессиональный подход. Такой промпт не оставляет ИИ пространства для догадок и направляет его точно к цели. Чтобы ИИ работал как полноценный член команды, его нужно, что называется, вводить в курс дела. Ссылайтесь на файлы, прикладывайте скриншоты ошибок, кидайте ссылки на документацию или логи. Просто помните, чем больше релевантного контекста вы ему дадите, тем точнее и быстрее будет результат. Не заставляйте его гадать. Так, с ежедневными практиками, кажется, все понятно. Но что, если можно научить ИИ правилам вашего проекта один раз и навсегда? Давайте перейдем на уровень эксперта, настройка окружения и автоматизация. Файл cloud.md — это, по сути, такая конституция для вашего проекта. Здесь вы прописываете правила, которые ИИ должен соблюдать всегда, команды для сборки, правила именования веток, стандарты кода — это его постоянная инструкция, которую не нужно повторять в каждом новом чате.
Но что именно писать в этот CloudMD? Главное правило — краткость, чтобы не забивать окно контекста. Включайте туда только то, что ИИ не может сам узнать из кода. Команды для сборки, правила именования веток, нужные переменные окружения. Не надо писать очевидные вещи вроде «пиши чистый код» или копипастить туда документацию. Это просто шум, который снизит его производительность. А ведь помимо CloudMD есть и куда более мощные штуки. Можно, например, научить Cloud использовать утилиты командной строки для работы с AWS или GitHub, или определить кастомные навыки. По сути, это скрипты для повторяющихся задач, вроде автоматического исправления issue в GitHub по его номеру. Вот это уже уровень настоящей автоматизации. И, наконец, давайте поговорим о том, чего делать не стоит. Знание чужих грабель, на которые часто наступают, поможет закрепить все, что мы сегодня узнали, и, что важнее, быстрее развить правильную интуицию. Вот они, 4 всадника апокалипсиса при работе с ИИ. Смешивание задач в одной сессии засоряет контекст. Для этого у нас есть 4-этапный процесс. Бесконечные правки — это верный признак плохого промпта. Слишком длинный CloudMD просто игнорируется, и важные правила тонут в шуме. Ну а код без тестов — это всегда риск. Как видите, все эти проблемы решаются практиками, которые мы уже обсудили. Важно понимать, что все эти правила — это не догма, а скорее отправная точка. Самое главное — просто наблюдать, что работает в вашем конкретном проекте, а что нет. Со временем появится интуитивное понимание, когда нужно дать предельно точную инструкцию, а когда можно и доверить и немного творческой свободы. И в завершение вопрос на подумать. Если рутинное кодирование все больше будут брать на себя AI-агенты, что станет главной задачей для нас, бэкэнд-разработчиков? Проектирование систем, постановка задач, контроль качества? Будущее точно обещает быть интересным, и освоение этих навыков — наш первый шаг в это будущее. Удачи в экспериментах!